И в завершение любопытные факты к вековому юбилею республики. Как Интинский горный хрусталь использовался в дни первых полетов в космос. Почему свои первые соревнования Раиса Сметанина бежала в лыжных ботинках на 5 размеров больше. И что связывает актера Олега Ефремова с Коми. Самые интересные факты о Коми в материале Александры Головиной. Что связывает приполярный город Инта с Юрием Гагариным? Горный хрусталь городского округа известен тем, что именно из него были изготовлены стекла иллюминаторов космического корабля «Восток-1». На нем, как известно, будущий герой Советского Союза впервые в истории человечества и отправился покорять космос. Желаю вам доброго полета! Жильный кварц и горный хрусталь в Интинском районе добывают в 140 километрах от города на месторождении Желанное. Именно там сосредоточено более 80% российских запасов этих минералов. По качеству отвечают всем требованиям радиоэлектронной и оптической промышленности. Иллюминатор для космического корабля «Восток-1» создали по спецзаказу экспериментальной конструкторской лаборатории при стекольном заводе «Гусь Хрустальный». Кристалл дымчатого кварца весом в 1,5 тонны обнаружили в приполярном Урале на разработке горного хрусталя. Теперь гигант украшает здание при входе в городскую администрацию. Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина свои первые республиканские соревнования пробежала в лыжных ботинках 41 размера. На тот момент школьница Рая носила 36-й размер обуви. Восьмиклассницу отправили представлять честь родного Ижемского района на республиканских гонках. Впервые она летит на самолете, впервые видит большой город Печору. Кстати, кроме лыж, будущая чемпионка занималась и другими видами спорта. Гимнастика, легкая атлетика, волейбол, баскетбол – все в родной Мохче. Ну, в Мохче я родилась. У меня родители, в общем-то, оленеводы. Но с 6-летнего возраста я жила. У нас в Мохче была школа-интернат для детей оленеводов. И у нас вот в семье 7 человек было. Сейчас он является для меня родным уголком. И, конечно, все время тянет. Бегала Раиса, как и все в деревне, в простеньких лыжах, которые ремешками крепились к валенкам. А вот на первые соревнования тренер районной спортивной школы Семен Артеев дал свои добротные спортивные лыжи высотой 2,10 и 41 размера. Ботинки пришлось поплотнее набить газетами, привязать крепче шнурками к ногам и вперед на дистанцию. Раиса Сметанина взяла 2-е место, и именно здесь ее заметили тренеры лыжной сборной. Ну а что было дальше, вы знаете сами. Впереди одни только победы. Четырехкратная олимпийская чемпионка, 7-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР и одна из самых успешных гонщиц за всю историю лыжного спорта. Самая волнительная минута для меня была, конечно, после соревнований на награждении, когда вызвали на пьедестал почета и играл наш гимн. Я прямо стояла на пьедестале, у меня коленки тряслись. И как-то чувствовала какую-то двойную ответственность, что ли. Как бы, находилась в ответе за всю нашу огромную страну. Лидер сборной, лидер в мировом лыжном спорте. Если сложить все километры, которые она пробежала во время тренировок, то получается, что она несколько раз обогнула земной шар. Кинорежиссер, актер театра и кино Олег Ефремов, будучи школьником, жил в поселке Абись, Коми АССР. Его отец работал замом начальника финансового отдела ГУВЖД, Главного управления военных железных дорог. Составлял сметы для воркутинского железнодорожного полотна. В то время как раз строили дорогу, которая должна была соединить Воркуту с европейской частью страны. В 30-40-х поселок Абись входил в состав Воркутинского района. Сейчас это Интинский район. С 41 по 43 годы будущий актер прожил в Коме. На всю жизнь запомнил, как работал на сенокосе и заработал на трудодни целого оленя. Что раньше забывали жулики на месте преступления? Что забывали на месте преступления? Кепки, окурки, а теперь вот Шекспир. «Берегись автомобиля», «Три тополя на Плющихе», «Гори, гори, моя звезда». Для зрителей Олег Ефремов прежде всего герой любимых фильмов. Но кино было лишь вишенкой на торте в его жизни. Главной страстью для Олега Николаевича был театр.